Продолжаем дополнять информационную картину пятницы. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Православные христиане сегодня отмечают Рождество Христово. В честь праздника в храмах проводят торжественные службы. Первенец в Татинском районе в канун самого светлого праздника торжественно выписали первого новорожденного в юбилейном году. И еще один приятный подарок к праздникам. В Ленске в новогодние выходные после реконструкции возобновила работу лыжная база. В рождественский сочельник президент России Владимир Путин посетил праздничное богослужение в храме Спаса Нерукотворного образа. Храм находится на территории его подмосковной резиденции в Новоогарево. Глава государства послушал молитву, приложился к иконе, а затем зажег свечи. В прошлом году Путин участвовал в рождественской службе в церкви Николы на Липне, расположенной на восточном берегу озера Ильмень в Новгородской области. Ну а глава Якутии Айсен Николаев по традиции в ночь с 6 на 7 января вместе с прихожанами Преображенского храма Якутска принял участие в божественной литургии. Ее отслужил архиепископ якутский Еленский Роман. По окончании службы Айсен Николаев поздравил якутян со светлым праздником Рождества Христова. Он также призвал якутян в этот светлый праздник вспомнить Богоматерь, которая явила миру подвиг материнства. Конечно же, в этот год, который я объявил в Якутии годом матери, прошу у Богородицы благословений для матерей Якутии, для детей Якутии, для всей нашей республики, чтобы Божие благословение, благословение Божией Матери всегда было с нами. Я желаю вам всем мира и добра, счастья и здоровья и Божьей помощи в наших добрых делах. С праздником! А главный рождественский фестиваль страны проходит в эти дни в старинном городке Шуя Ивановской области. Русское Рождество проводят в 3-й раз. Это красочное мероприятие возрождает православные традиции встречи главного зимнего праздника и приобщает к ним жителей и гостей области. В конце декабря Шую украсила рождественская иллюминация и символ фестиваля. Световая инсталляция «Храм», установленная в память об одном из самых красивых и древних храмов города, уничтоженном в 1930 году – храме Спаса Нерукотворного. С конца декабря на центральной площади Шуи работает рождественская ярмарка, которая собирает ремесленников и фермеров из разных городов Ивановской области. Православные христиане сегодня отмечают Рождество Христово. Рождество – один из главных христианских праздников. В этот день верующие чествуют рождение во плоти Иисуса Христа. В честь праздника в храмах проводят торжественные службы. Они начались 6 января в сочельник. Также сегодня для жителей и гостей Якутска в честь религиозного праздника предусмотрены культурно-массовые мероприятия. Сегодня в 4 часа дня в Никольском храме города Якутска будет концерт рождественский, который даст коллектив симфонический хор филармонии Якутии под управлением Людмилы Шумиловой. Он открытый, свободный, на него можно прийти и вот как раз познакомиться с шедеврами мировой музыки о Рождестве. Поздравлять друг друга с Рождеством сегодня привыкли и те, кто не считает себя верующим человеком. Однако у верующих в этот праздник есть особые семейные традиции. Есть, может быть, дома какие-то семейные традиции, как вы отмечаете Рождество? Просто за семью. Сейчас придем, будет у нас чаепитие, все соберутся родные, наши близкие, будем поздравлять друг друга, чай пить. За семейным столом, как чего такого. Кумовья приходят, радостно, праздничной обстановке, готовим всякую вкуснятину. Все близкие приходят, собираемся за большим столом, в семейном кругу, такие традиции. В гости тоже ходим, как все православные. В канун самого светлого праздника Рождества Христова торжественно выписали первого новорожденного в юбилейном году в Татинском районе. 2 января ребенок появился на свет в семье Заровняевых из села Чичимах. Это 3-й мальчик в семье, старшим сыновьям 10 и 7 лет. Маме вручили памятный сертификат «Дети столетия» на целевой капитал в размере 100 тысяч рублей, учрежденный главой республики Айсеном Николаевым, а также денежную выплату администрации Улуса. Эти средства семья планирует использовать на строительство частного дома в родном селе.
якутянин появился из села Чечимах. Чечимах – это родина нашего выдающегося философа, ученого Кулаковского Алексея Елисеевича, Ксекуляра Алексей. Это очень символично. Нынче его юбилей 145-летие, поэтому Ксекуляр Алексей и, как говорится, приветствует, поздравляет столетие нашей автономии. Надеемся, что ребенок, мать, они, здоровье у них сейчас нормально, и она растет полезным, нужным гражданином нашей республики. Члены чайного клуба «Отшельник» впервые в наступившем году отправились в пеший поход до Магана. Несмотря на мороз, на рождественский марш согласились 3 человека. Они преодолеют расстояние пешком. По дороге сварят чай на костре, прогуляются по лесу, насытят организм свежим морозным воздухом. И, как говорится в анонсе, пополнят энергетические ресурсы природной стихии. Сам чайный клуб организовал житель Якутска Аял Акимов 1,5 года назад. С тех пор любители проводят беседы и походы на природе. Приглашают интересных гостей, поют песни и придумывают различные проекты. В программу также входит медитация. Количество последователей чайного клуба приближается к 2000. Несколько лет назад я начал увлекаться китайскими чаями. Я сам прожил в Китае около 2 лет, и там я уже непосредственно на родине чая начал изучать это как-то углубленно, и в какой-то момент заметил то, что это начало оказывать на меня благотворное влияние, и в какой-то период я понял то, что я хочу этим полученными знаниями, умениями делиться с окружающим меня миром. Наши последователи — это абсолютно разные люди, у нас нет возрастных категорий, нет гендерного разделения, да? Любой желающий может принимать участие в наших мероприятиях. В Ленске в новогодние выходные после реконструкции возобновила работу лыжная база. Это стало настоящим подарком к новогодним праздникам для всех ленчан. Желающих покататься на лыжах и тюбингах ежедневно хоть отбавляй. Светлана Балеева побывала на лыжной базе. Первый теплый день новогодних каникул, где провести очередной выходной многие ленчане долго не думали. И, конечно, отправились на лыжную базу. Здесь после реконструкции произошли большие перемены. Появился новый теплый пункт проката, кафе, закуплен новый инвентарь. Сегодня народу достаточно, то есть даже очень много идет, спрашивает. В основном плюшки и беговые лыжи. И также у нас в прокате имеются горные лыжи и сноуборд. Горные лыжи, беговые лыжи, ботинки у нас новые пришли тоже. Более востребованы беговые лыжи и тюбинг. Ну а скейтборд и горные лыжи предпочитают более смелые. Один из таких – Айдар Алексамов. Сегодня он впервые встал на лыжи. Молодой человек в восторге от впечатлений и еле перевел дух. Первый раз катаюсь на лыжах, на горных тем более. Очень захватывающе, очень понравилось. Буду приходить еще, учиться, тренироваться. А вот Наталья Петусиенко занимается лыжным спортом уже 10 лет. Девушка признается, что обновленная лыжная база – настоящий подарок для всех ленчан. Сегодня удлинен спуск для горных лыж, заработал подъемник. И подъемник, и гора сама изменилась, потому что она была довольно-таки в ином виде. Здесь происходят колоссальные изменения. Конечно, мы наблюдаем и с радостью принимаем это все. Александр Фролов с друзьями приехал на лыжную базу, чтобы покататься на тюбинге. Для этого развлечения обустроена отдельная гора. Совершенно бесплатно предоставлен инвентарь. Мне вообще понравилось. Давно не катался уже, около года. Вот вернулись, посмотрели, многое в принципе изменилось. Вон построили здание, скатились с друзьями. Мне понравилось все. Около этого склона собралась огромная очередь. В основном, конечно, родители с детьми. Веселый смех и крики восторга, а у некоторых, скатывающихся со склона, и страха, были слышны издалека. Адреналин в крови и красные разгоряченные лица, светившиеся радостью и счастьем. Для всех желающих также весело провести оставшиеся выходные. Лыжная база работает и ждет своих гостей ежедневно с 12 часов дня до 6 часов вечера. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. А спортсменка из Нерюнгри Мария Мифтахова добивается высоких результатов в несвойственном для женщин виде. Она является многократным призером республиканских и российских турниров по гиревому спорту. Ирина Кичигина пообщалась с по-настоящему сильной женщиной.
В серьезный спорт Мария пришла в 18 лет. Сначала девушка занималась боевыми искусствами. Однажды ее заметил тренер Владимир Михайлов и предложил попробовать себя в силовом виде спорта. С тех пор, вот уже 7-й год, Мария тягает гири, вес которых достигает 24 килограмм. Пришла, раз-два подняла, очень боялась ее поднимать прямо над головой, потому что, она гиря, я девочка, как-то было вообще очень тяжеловато. Подняла и все, закрутила, завертелась, и осталась в гиревом спорте. В ноябре ее копилка пополнилась еще одной золотой медалью соревнований Российской гиревой организации. Дважды бронзовый призер Игорь Манчары, золотой призер международного турнира «Золотой тигр» поделилась своими дальнейшими планами. Конечно, я стремлюсь к мастеру, но это очень тяжело, большие нормативы. Сейчас я стремлюсь хотя бы выполнить КМС, и в дальнейшем, наверное, я уже иду по ветеранам. Женщины 35 лет ветераны, я думаю, что я дам фору и выиграю, дай бог, Россию даже. Планирую. Помимо физкультурного образования, Маша имеет диплом бухгалтера-экономиста, по которому вот уже 13 лет работает товароведом. Свою работу Мария Мифтахова любит, потому что здесь она получает удовольствие от общения с поставщиками, покупателями, знает все о товаре и умеет налаживать связи. Настроение сейчас праздничное, у нас предновогодняя такая неделя идет, ажиотаж в магазине конкретный, берут все абсолютно, сносят с пола консервацию, воду, соки, конфеты, печеньки, шоколадки, абсолютно все. Близкие и коллеги поддерживают спортсменку в ее увлечении. Она очень целеустремленная, активная, трудолюбивая. Наверное, на нее так влияет спорт, которым она занимается. Такой необычный спорт, скорее всего, для мужчин. Может быть, поэтому она такая у нас позитивная и добрая, и ответственная. Мы желаем Марии в новом году уверенно двигаться к поставленной цели, никогда не сомневаться в своем успехе и прославлять наш город и республику на всероссийских и международных спортивных аренах. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Продолжим тему спорта. Завтра стартует чемпионат Якутии по вольной борьбе имени Николая Тарского. Канал НВК «Саха» покажет прямую трансляцию соревнований 8 и 9 января. Соревнования пройдут в спорткомплексе «Парус» в поселке Нижний Бестях Мигино-Кангаласского района. На чемпионате отберут 80 лучших борцов для участия в финале 8-х спортивных игр народов Якутии, которые планируют провести в июле в Усть-Алданском районе. Смотрите предварительные схватки на телеканале «Мамонт» и YouTube-канале НВК «Саха». Основной канал покажет полуфинальные встречи и финал чемпионата. К этому часу это вся информация. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.